اینجا فرودگاه بین‌المللی خوجند است. صبح امروز سنه 4 دکبر طریق هواپیمایی شرکت اورال که خطسیر ژوکووسکی خوجند را انجام داد، دمیر یوسوپوف به خوجند آمد. وی خود سرنشین این طیاره و راهبر گروه اکیپاژ می باشد. دمیر یوسوپوف قهرمان فدراسیون روسیه است. زیرا 4 سال قبل یعنی سنه 15 آگوست سال 2019 یک هواپیما را که از مسکو به سیمفروپل پرواز میکرد هنگام دوچار گردیدن به حادثه ناخوش بدون مشکلی فرود آورد. هواپیما نه در فرودگاه بلکه در میدان جواری سقوط کرد. خوشبختانه گروه اکیپاژ و مسافران طیاره 233 نفر بودند، همه زنده ماندند. ما در داخل هواپیمایی شرکت خطسیر 2425 خطسیر ژوکووسکی خوجند قرار داریم که این خطسیر را قهرمان فدراسیون روسیه دمیر یوسوپوف به خوجند آورد. حالا با آن نفر که سرنشین هواپیما است مصاحبه می آرایم. در فرودگاه بین‌المللی خوجند این قهرمان ساحه اویاتسیا را با رسم و عنعنه نیاگانی تاجیکی پیشواز گرفتند. حالا وی 46 ساله می باشد، عائله‌دار و صاحب 5 فرزند است. مصاحبه ما با دمیر یوسوپوف 10 دقیقه دوام کرده موضوعها بیشتر به فعالیت کسبی و پشت سر کردن حادثه ناخوش را در سال 2019 فرا گرفت. اصلا اختصاص قهرمان گزارش ما این حقوق شناسی است، اما سرنشین هواپیما یا خود летчик شد. Он чигуна сурат гирифта аст. Стать пилотом – это мечта детства. Мой папа летчик. Раньше летал на вертолетах Ми-1, Ми-4, Ми-8, летал на севере, в Красноярском крае. Вот с детства меня брал с собой на работу, сажал в кабину. Я с папой летал, вот видел, как папа работает, видел вот эти красивые места, пейзажи, озера, реки, леса, тундру. Видел, как папа с коллегами работает. Мне это понравилось. Я вот заразился небом, полюбил авиацию и с детства мечтал стать пилотом. دمیر یوسوپوف قهرمانی نشان داده است هنگام اجرای وظیفه، یعنی پرواز از فرودگاه مسکو به سمت سیمفروپل پرنده ها و محرک طیاره برخوردند. در نتیجه محرک از کار مانده، طیاره به صدمه دچار گردیده است. این حالت باعث به میان آمدن مشکلات و وضع صدمه‌ای را تشکیل کرده است. هرچند از این حادثه 4 سال گذشت، اما هنوز بین کارمندان ساحه اویاتسیا پرسر و صداترین صدمه باقی مانده است، زیرا پرواز این خطسیر صدمه‌ای بدون تلفات همگی 93 ثانیه ادامه کرده است. Командир самолет перешел горизонтальный полет. Теряем высоту. Мы выполняли рейс по маршруту Жуковский-Симферополь. Тоже был самолет у нас Airbus A321, полный самолет, 226 пассажиров. Нас 7 членов экипажа. Заправка была более 16 тонн. И в момент взлета, сразу после отрыва, мы влетели в большую стаю чаек. То есть порядка 50 особей было. И мы, получается, врезались в эту стаю чаек, которая взлетела с летно-посадочной полосы. Находилась рядом, и вот в момент взлета она тоже начала взлетать. И произошло столкновение с птицами. В результате вот этого столкновения птицы попали в фюзеляж, в крылья, и некоторая часть попала в оба двигателя. В левый двигатель попали птицы и в правый двигатель. Левый двигатель у нас практически полностью потерял мощность, тягу. Правый двигатель частично потерял. Вот. Но с такими повреждениями мы не смогли продолжить полет. Поэтому были вынуждены сесть в поле, пролетели 5 километров. Максимальное, что мы набрали, это 100 метров высоты. И весь полет длился у нас 1,5 минуты, чуть больше. Вот. Выполнили посадку в поле. Так-то мы планировали развернуться сначала, сесть в Жуковский обратно, но не получилось. Поэтому пришлось садиться в поле. Хорошо, что поле было ровное, поле было кукурузное, никаких там препятствий не было. Вот так сели благополучно, что, в принципе, никто не пострадал. Самолет получил повреждения, а пассажиры, экипаж вернулись домой живы и здоровы. در این حادثه پرسر و صدا تنها طیاره ویران گردید و به قول آسیب تکنیکی دید. تمام مسافران خط سیر مسکو سیمفروپل 233 نفر را تشکیل میدادند زنده ماندند. این را به کاردانی و تجربه خوبی دمیر یوسوپوف علاقمند میکنند. برای این کارنماییش به عنوان قهرمان فدراسیون روسیه داده شده است. Было, конечно, неприятно,
но тем не менее мы эти ситуации отрабатываем на тренажере. И морально, и профессионально были готовы к этой ситуации. Но потом, когда поняли, что уже второй двигатель тоже уже не тянет, и самолет снижается, и скорость падает, поняли, что уже исправить ситуацию не получится. Тут уже, конечно, были мысли, что даже не верится, что это происходит. Вот. Но, тем не менее, мы понимали, что это с нами происходит, потому что мы и по приборам все это видели, и наблюдали, и тряска, все это, понимали, что уже вернуться не получится. И было, конечно, очень неприятно. Вот. Но никаких мыслей плохих не было, что погибнем там, или что это конец. То есть надеялись на хороший исход, потому что самолет летел еще, какая-то тяга была, самолет управлялся. Вот. И неприятно было за пассажиров, что вот они сейчас испытают дискомфорт из-за этой грубой посадки, то, что будет жесткая посадка. Вот. А так вот некоторые говорят, что жизнь начинает картинками мелькать в таких ситуациях. Такого не было. Родственников не вспоминал. Сам верующий мусульманин, но вот Аллаха тоже не вспомнил в тот момент. То есть вот были заняты этой работой, всей этой ситуацией. То есть мозг работал, чтобы все это переварить, проанализировать. И поэтому вот, были заняты вот тем, чтобы спасать. Да. қаҳрамони Федератсияи Русия Дамир Юсупов ҳалабони авиатсияи граждании Русия аст. мусоҳибаи мо ба муносибати рӯзи байналмилалии авиатсияи гражданӣ омода шудааст. ин рӯз ҳамасола 7 декабр дар кишвар таҷлил карда мешавад ва фаъолони соҳа аз ҷониби мақомот қадрдонӣ мегарданд. гузурши Мафнушкур ва Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар. Дамир, эвакуация? Да. Свердловск 178. Где вы находитесь? Гордый Свердловск 178. Произвел посадку в кукурузном поле за полосой. Просим скорую помощь и службу спасения. Свердловск 178. Аварийные службы и скорая выезжают. Уточните.